Доброе утро! Наверное, надо танцевать, потому что сегодня пятница. Впереди ждут долгожданные выходные, 25-е, 26 мая. У кого-то будут последние звонки, праздники, кто-то отправится на природу, будет отдыхать. Но пока сегодня надо набраться сил и отработать завершающий день этой рабочей недели. Сегодня 24 мая. Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры, а в истории этот день весьма интересен чем? Так, в 2001 году, заметьте, 18 лет назад в русской Википедии появилась первая статья. Сейчас многие пользуются этим интернет-ресурсом, чтобы найти что-то интересное, какие-то почерпнуть знания, потому что они там написаны достаточно в доступной форме. А в 2008 году Россия впервые победила на конкурсе песни Евровидение. Вот. Прошло тоже 10 лет, но вот сейчас Сергей Лазарев занял 3-е место, что, в принципе, тоже достойно, и надо Сергея поздравить с этим достижением. Что же касается погоды на день грядущий, то мы узнаем о ней прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных улусах было плюс 5, плюс 8, днем будет плюс 12, плюс 17. В Заречье плюс 5, плюс 8 тоже было утром, а днем будет плюс 9, плюс 15. На юге плюс 5 утром, плюс 9, плюс 13 днем. В Вилюйских улусах плюс 2, плюс 10 было утром, а днем 18, 20. В Нижнеленских улусах плюс 8 утром, плюс 15, плюс 17 днем. На западе 0, плюс 6, днем будет плюс 14, плюс 18. В Колымо-Индигирской группе плюс 4, плюс 10 утром, днем плюс 8, плюс 15. В Янских улусах 0, плюс 2, днем плюс 11, плюс 14. На северо-западе плюс 3, минус 4 утром, минус 4, плюс 9 днем. В Якутске в 6 утра температура воздуха плюс 7 градусов. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть западный 4,9 метров в секунду. А днем ожидается в Якутске плюс 15, плюс 17 градусов. Ну и небольшой дождь в течение дня. Вот, кстати, сегодня по народному календарю отмечается День Мокия. И вот считалось, что если на Мокия будет мокро, то и все лето будет мокрым. И если восход солнца будет сегодня багряным, надо успевать его засечь, то и днем пройдет дождь, то и лето будет мокрое и грозовое. Вот давайте проверим. Судя по всему, видимо, лето будет в Якутске, по крайней мере, мокрое, потому что вот с утра вышел на улицу, а дождь идет. Так моросит слегка, ну и немножко так прохладно и некомфортно. Мы продолжаем. Кстати, еще из новостей. Сегодня, 24 мая, на стадионе Туймада открывается фестиваль ГТО. Любой желающий может прийти и сдать нормы «Готов к труду и обороне». В 11 часов торжественное открытие, а далее, что вашей душе угодно и вашему возрасту покорно. А за окном хорошая погода. В душе плюс 20, солнышко внутри. Мне счастье не дает прохода, а счастье в мелочах. Не говори. Кому-то денег не хватает, а кто-то принца ждет на ворону. Да только ведь не каждый знает, что радость ласточкой стучится в дом. Уметь довольствоваться малым, увы, не каждому дано. Быть чьим-то ангелом усталым, большой любовью, как в кино. К чему этот стих? Потому что наш следующий опрос пытался выяснить, какова погода на душе у людей и какова погода по душе этим людям. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Мне больше нравится солнечная погода. В деревню я пойду. Я буду играть со своими сестрами, там с друзьями. Все. Вот такая вот погода нравится мне. Солнечная, теплая. Не дождливая. Мы надеемся только на хорошее. Мне нравится солнечная, иногда дождливая, потому что она поливает сад. Отдыхать, купаться на море, помогать в огороде. А как сказать, и та нужна. Ну, чтобы тепло было, самое главное. Чтобы
дети позагорали. Жарко-то я уже в годах, сразу и то, и все, и 5-10, а вот такая прекрасная. Умеренная, не жаркая. Из-за этого страдаю, если выезжаю на отпуск и там за границу. Очень жарко, некомфортно. Даже холод ближе мне, чем жара. Помашу вам еще раз всем. Привет, это новый день, канал НВК Саха. Мы продолжаем свою работу. Наверное, каждый родитель задается таким вопросом: как научиться делиться с другими своего ребенка? Но ведь делиться не так, что последнюю рубашку отдать с тела, да, и полностью все карманы вывернуть, а чтобы это было грамотно дозировано. Об этом поделится специалист следующей нашей рубрики. Жадиной говядиной мы были сами в детстве когда-то. И через это шли все люди, потому что так устроена наша природа. Ребенок становится жадиной тогда, когда начинает воспринимать себя как личность, как человека. Но для него игрушка очень ценная вещь, да? Это вот как вам взять обручальное кольцо свое или кошелек отдать другому чужому человеку. Дети начинают общаться между собой где-то с 3 лет. То есть до этого они не знают смысл этого слова «делиться». Поэтому, родители, когда вот идете в гости, вы не должны с собой брать очень любимые игрушки ребенка. Но при этом вы должны понимать, что если там будет ребенок или там будут дети, они захотят поиграть, да? Ваш ребенок тоже захочет у них игрушку взять. Поэтому вы можете с собой взять ту игрушку, которой не очень сильно играет ваш ребенок, потому что вы учите обмениваться ребенка. И вашему малышу не будет жалко отдать эту игрушку на время. Но вы, подчеркиваю, да, на время слова, должны ребенку привить. То есть, когда у ребенка берут игрушку, одалживают, он этого не понимает. Он думает, что его взяли навсегда. Поэтому надо всегда вот разговаривать с ребенком, говорить ему, что вот он поиграет, а потом вернет. Так, ребенок вообще сам по себе начинает делиться только тогда, когда он играет в сюжетные ролевые игры. С 3, с 4, с 5 лет вот он начинает делиться. То есть он уже понимает смысл того, для чего это делается. Когда ребенок маленький, в 2,5 года, вам тоже надо поддерживать своего ребенка, да, и насильно не требовать, чтобы он отдал свою любимую игрушку какому-нибудь другому ребенку. Потому что он может подумать: вот меня мама не любит, мама любит больше чужого ребенка, нежели чем меня. Можно сказочку рассказать, тоже на игрушках показать, вот как они делились, да? Есть очень хорошие мультики, вы, наверное, помните мультфильм «Мы делили апельсин». Вот, такие мультики показывать, ну, как-то вот преподнести таким образом ребенку, чтобы было безболезненно. Дорогие родители, детство – это волшебная пора. Не торопите своих детей. Всему свое время. А мы продолжаем. Но судя из прогноза погоды, мы видим, что постепенно у нас устанавливаются положительные температуры, пусть хотя и не везде в Якутии, но на большинстве территорий точно. Пора убирать пуховики и другие зимние вещи куда подальше. А как их правильно хранить, узнаем из нашего следующего сюжета. Прежде всего, проведите ревизию зимних вещей и отсортируйте то, что уже износилось и можно выбросить. Из оставшихся вещей выберите те, что требуют стирки и химчистки. Обычно в химчистку сдают шубы, дубленки и светлые пуховики. Остальное можно стирать в машинке, если на этикетке не указано иного. Используйте щадящие порошки и специальный режим. Чтобы в пуховике не сбился пух, положите в машинку пару резиновых мячиков. Сушить пуховик лучше в горизонтальном положении. Если что-то из одежды нуждается в починке, позаботьтесь об этом сразу. Замените плохие молнии, пришейте недостающие пуговицы. Вещь должна быть готова к тому, чтобы ее можно было сразу надеть, когда ударят морозы.
Чтобы шуба долго прослужила, не потеряв свой цвет и качество меха, ее необходимо хранить в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Шубу нужно вешать на крепкие плечики и закрывать тканевым чехлом, ни в коем случае не пластиковым. Между шубой и чехлом должен циркулировать воздух. Если шуба сделана из белого меха, выбирайте синий чехол. Так вам удастся сохранить белизну материала. Не забудьте про моль. Для сохранности рекомендуется класть в карман специальные таблетки и менять их раз в 2-3 месяца. Спреи лучше не использовать, так как они могут оставить пятна на мехе. Пуховики, куртки с натуральным пухом, так же как и шубы, требуют бережного отношения. Им вредят прямые лучи солнца, любые посторонние запахи и теснота отсутствия воздуха. Лучший способ хранения – все те же тканевые чехлы и просторный шкаф. Куртки с синтетическим наполнителем куда более неприхотливы и не требуют особых условий. Самый удобный и компактный вариант хранить такие куртки – складывать их в вакуумные мешки. Шерстяные теплые вещи, свитера и кофты противопоказано хранить на вешалках. На лето их следует убирать на отдельную полку или в короб, свернув рулончиком, чтобы не оставалось уродливых заломов, от которых потом будет сложно избавиться. С шарфами и шапками нужно поступить так же. Обувь. Чтобы спрятать на зимовку любимые сапоги или ботинки, недостаточно только смыть с них грязь и попрятать по коробкам. Чтобы не деформировать и не повредить обувь, нужно ее подготовить. Помойте обувь с мылом, мягко очищая кожу. Для швов и промежутков между подошвой можно воспользоваться старой зубной щеткой. Просмотрите каждую пару, нет ли на ней дефектов, истертых набоек, изношенных стелек, рваных шнурков. Если что-то обнаружено, замените или отдайте в обувную мастерскую. Перед подготовкой к хранению обработайте каждую пару специальной обувной косметикой. Набейте бумагой каждый сапог или ботинок, чтобы они не потеряли форму во время хранения. Храните вещи с любовью, и они прослужат вам не один сезон. Доброе утро! Я напоминаю, что вы встречаете это утро вместе с Новым днем на канале НВК Саха, в студии Иван Луцков. Сегодня 24 мая, день недели пятница, а в последнее воскресенье мая отмечается День российского предпринимательства. И об этом мы поговорим с гостями в нашей студии. Это Наталья Альбертовна Хайренко, генеральный директор автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа». Доброе утро! Зоя Афанасьевна Седалищева, генеральный директор тоже автономного учреждения «Центр Мой бизнес». Доброе утро. И Максим Геннадьевич Карбышев, генеральный директор бизнес-инкубатора Республики. Доброе утро. Ну, в принципе, мы постоянно слышим в средствах массовой информации о том, что предпринимательство поддерживается на разных уровнях, как местной власти, так и органов исполнительной власти. А вы как учреждение, что предметно, какую помощь оказываете непосредственно нашим предпринимателям? Ну, прежде всего, мы представляем здесь инфраструктуру, Министерство предпринимательства, торговли и туризма, и каждый из нас оказывает определенные услуги предпринимателям. В частности, учреждение, которое представляю я, бизнес-школа, оно оказывает, естественно, образовательные услуги. Каждый год вырабатываются определенные тренды, каждый год не похож на предыдущий, поэтому те люди, которые считают, что я когда-то учился в бизнес-школе лет 5 назад, это не актуально. В этом году у нас тоже есть очень интересный проект, интересный тренд. С приходом Ирины Сергеевны, нашего нового министра, которая в недавнем прошлом была предпринимателем и знает точно, что нужно каждому из них, мы разработали очень интересный проект. Это 3-месячная акселерационная программа. То есть мы набираем людей по 3 направлениям. Вот первый старт у нас уже был дан в начале этого года. Первое направление – это те, кто хочет открыть свое дело, это молодые люди. Второе направление – это действующий бизнес, который хочет что-то изменить, хочет сделать прорыв своего действующего бизнеса. И третий уникальный проект – это 45+. Это те люди, которые либо вышли уже на заслуженный отдых, уволившись, например, из рядов армии, да, либо ушли в запас, либо те, кто хочет что-то изменить в своей жизни. Вот мы их собрали в отдельную группу, им очень комфортно учиться примерно с людьми своего возраста. Вот в течение 3 месяцев мы их прокачиваем, тюнингуем. Мы делаем все возможное для того, чтобы у них был легкий старт. Поэтому этот проект заканчивается ко дню предпринимателя. Они защищают свои дипломные работы, потому что у каждого из них появляется возможность получить диплом о профпереподготовке по направлению управления малым предприятием. То есть 60 человек в нашей республике будут дипломированными
Предпринимателями, да. Вот такой тренд у нас в этом году, очень интересный. И обращаясь к нашим зрителям, я, конечно, хочу сказать о том, что второй набор будет. Он обязательно будет в июне месяце. Следите за нашим инстаграм, бизнес Якутск, очень легкий инста, чтобы найти нас. И это будет направление туризм и сопутствующие виды деятельности. То есть это может быть сувенирное, это может быть транспортные услуги. Ну, то есть все, что так или иначе связано с туризмом. Будем его двигать, и это тоже тренд текущего года. Ну и, конечно, я всех призываю ко Дню предпринимателя. Мы проводим 27 числа. Тоже уникальный проект. Это бизнес-диктант впервые в нашей республике. В Пушкинской библиотеке с 10 часов каждый из вас может подойти и проверить, насколько хорошо у него развиты бизнес-компетентности. Поэтому 10 часов 27-го Пушкинская библиотека. Любой человек, не только предприниматель, но и тот, кто хочет им стать, может прийти к нам. И поздравляю всех с наступающим праздником. Точно знаю, что вы герои. Героев же сейчас у нас мало, да? Вот у нас герои и есть. И эти герои – это предприниматели. Потому что на севере вести бизнес действительно очень сложно. Поэтому с праздником вас, уважаемые предприниматели, герои нынешнего времени. Вот прямо как будто вот на этой ноте завершить. А нет, у нас есть вопрос еще и к Зое Афанасьевне. Вот Центр «Мой бизнес», чем он занимается, какую форму поддержки вы оказываете предпринимателям? Центр «Мой бизнес» создан в этом году на базе Центра поддержки предпринимательства. В этом году у нас происходят изменения в нашей деятельности. Основные направления деятельности, как информирование, консультирование предпринимателей, популяризация предпринимательской деятельности у нас остаются, но тем не менее у нас появляется площадка, на которой в одном месте будут предоставляться услуги всех институтов поддержки предпринимательства и, кроме того, государственные и муниципальные услуги, которые на сегодняшний день бизнесу оказывает многофункциональный центр «Мои документы». Мы начнем работать в полном режиме с сентября месяца. Откроемся на Кирова, 18, блок Б. Но сейчас идут подготовительные работы. На этой площадке у нас будут представлены услуги наших коллег, присутствующих здесь. Кроме того, услуги Фонда развития предпринимательства, региональной лизинговой компании. Будут приглашаться специалисты из налоговой, из Роспотребнадзора и так далее. То есть на нашей площадке бизнес может получать услуги всех институтов поддержки предпринимательства. Кроме того, основная цель нашего учреждения – это доступ к информационной поддержке предпринимателей всей республики, независимо от того, в каком районе он находится, будь то арктическая зона нашей республики или центральная Якутия. С этой целью у нас действуют наши представители в 32 муниципальных районах республики, то есть мы представлены практически во всех районах. И мы ведем сопровождение портала малого бизнеса, портал b14.ru, на котором сосредоточена вся актуальная информация для предпринимателей, начиная от образовательной поддержки, о которой сегодня говорила Наталья Альбертовна, и заканчивая имущественной поддержкой. Здесь, кроме того, здесь у нас имеется календарь событий, есть возможность записываться на мероприятия, которые проводит наш центр. Кроме информирования и консультирования, мы занимаемся и организацией деловых мероприятий, таких как бизнес-миссии, биржи контактов, выставки. Организовываем выезд наших предпринимателей на различного рода выставки. Вот в эти дни, начиная с сегодняшнего дня, у нас 7 предпринимателей будут работать на выставке в городе Благовещенск. Сегодня мы организовываем совместно с администрацией Намского улуса форум в Намском улусе. Тема форума – это народные художественные промыслы. То есть приглашаю, пользуясь случаем, всех предпринимателей Намского района на данный форум, который будет проходить в педагогическом колледже. Начало работы форума в 10 часов. Получается, вы как с корабля на бал. Да. Отсюда сразу же в Намцы выезжаете в 10 начала. Максим Геннадьевич, вот как раз сказали об имущественной поддержке, да, предпринимателей. Какие услуги предоставляет бизнес-инкубатор и каким образом можно туда предпринимателю попасть? Бизнес-инкубатор – это имущественный комплекс, действительно, да, который оказывает поддержку именно начинающим предпринимателям, создавая такие тепличные условия. То есть самое важное – это даже не сама имущественная поддержка в виде льготной аренды, да, а это именно то сопровождение проекта, в котором нуждается предприниматель, любой даже желающий начаться бизнесом, на начальном этапе. Им не хватает компетенции, им не хватает возможности продвижения своей продукции на рынок, да, и мы как раз создаем такие условия. То есть мы разрабатываем маркетинговую стратегию компании, обучаем в случае необходимости каким-то компетенциям, консультируем. У нас создана большая сеть партнерств.
И вот эти условия позволяют повысить процент выживаемости бизнеса более чем в 4 раза. Это очень хороший показатель. Вот. В настоящий момент сеть бизнес-инкубаторов у нас достаточно развитая, самая развитая по Российской Федерации. У нас действует сейчас 15 бизнес-инкубаторов. Если географически посмотреть, это от Неренгринского до Набарского улусов, от Сунтарского до Усьмайского улусов. Практически вся центральная Якутия у нас занята этими объектами. Более 300 предпринимателей ежегодно пользуются имущественной поддержкой. Кроме того, у нас есть новые механизмы. Это дистанционное резидентство в бизнес-инкубаторах. Опять же, в соответствии с трендами актуальности, да, что бизнесу интересно, мы открываем новые направления. Буквально вчера у нас состоялось открытие нового проекта, он называется «Мастерская проектов». Это та площадка, которая включает в себя различные мероприятия, обсуждение актуальных вопросов для бизнеса, обучение, мастер-классы от предпринимателей, различные бизнес-завтраки и большое количество других мероприятий. Вот каждый из вас рассказал о направлениях деятельности своего учреждения, да, а куда необходимо тогда обращаться предпринимателям для того, чтобы получить эту поддержку непосредственно от вас? Ну, где-то по образованию, где-то по имуществу, где-то, возможно, вот консультационные какие-то услуги. Да, мы немножко находимся в разных концах города, да, хотя, в общем-то, в центре, по большому счету. Именно поэтому Зоя Афанасьевна и сказала, что будет одно окно. Вот осенью этого года уже предпринимателям будет удобно прийти в одно окно и заявить о том, что ему необходимо, в чем есть у него потребность. Если он хочет записаться на образовательные курсы, ему скажут, какие есть, он выберет для себя более или менее подходящую программу. И точно так же, какие финансовые способы есть получить деньги для развития своего бизнеса, имущественную поддержку. То есть все это будет оборудование приобрести. Поэтому мы работаем над этим, министерство над этим работает, это приоритет. Это приоритет по всей России, это федеральный проект, по сути дела. Ну и кроме этого, конечно, мы находимся в удобных местах. Например, бизнес-школа находится на проспекте Ленина 1, это нынешний IT-парк на 4-м этаже. Поэтому очень удобно в центре города. Точно так же бизнес-инкубатор находится в доступном для предпринимателей месте, это Энергетиков 2. И в бизнес-центре будет находиться мой бизнес. Да, и пользуясь случаем, хочу сказать, что вся информация со всеми адресами, контактами и так далее находится на портале малого бизнеса, портал B14. Точно так же можно через портал записаться на образовательные программы, на наши мероприятия, на консультацию в центре «Мой бизнес». То есть, если вы активно пользуетесь порталом, вы будете в курсе всех событий, в курсе всех изменений. Спасибо большое за то, что подошли к нам утром в студию. Хочется пожелать вам удачи на НАМском семинаре. Спасибо. Приятного пути, несмотря на тот дождик, который идет. И поздравить вас с наступающим Днем российского предпринимательства. Также коллеги поздравляют, безусловно, и всех своих коллег-предпринимателей с этим праздником и желают им развиваться в порой непростых, но весьма интересных условиях. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, а далее мы продолжим, узнаем, где проходит ледоход, узнаем, какая будет погода по территории республики, ну и поговорим о развитии русского языка у нас в Якутии. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что сегодня 24 мая, день недели пятница, и впереди нас ждут долгожданные выходные. Давайте поговорим сейчас о том, где проходит ледоход. Есть опасность подтопления Среднеколымска. Но вначале немножко о погоде в целом. Да? В центральных улусах будет плюс 12, плюс 17, Заречье плюс 9, плюс 15, на юге плюс 9, плюс 13, в Вилюйских плюс 18, плюс 20, в Нижнеленских плюс 17, плюс 15, плюс 17, плюс 14, плюс 18 ожидается на западе, Колыма-Дигирских плюс 8, плюс 15, в Янских плюс 11, плюс 14, на северо-западе минус 4, плюс 9, а в Якутске в 6 утра было плюс 7, днем будет плюс 15, плюс 17 и небольшой дождь. Что же касается подтопления в городе Среднеколымске, планово эвакуировали там 20 человек, 60 человек отказались от эвакуации. Сообщает час единой дежурно-диспетчерской службе района. 8 человек поселились в пунктах временного размещения, 12 человек расселились у родственников, 60 человек, проживающих в зоне затопления, отказались от эвакуации. По данным на 21 час, то есть на 9 часов вечера,
Уровень воды превышает критическую отметку на 3 сантиметра и составляет 1203 сантиметра. В службе спасения отметили, что дежурные готовы начать эвакуацию тех, кто ранее отказался, если им потребуется помощь. По информации МЧС, у Среднеколымска в ближайшие сутки подъем уровня воды на реке Колыма возобновится до отметки 1200-1300 сантиметров, и угроза подтопления пониженных участков сохраняется. Критический подъем воды для жилых домов составляет 1350 сантиметров. А мы продолжаем. Уже на следующей неделе у 11-классников нашей страны начнется такая весьма стрессовая пора под названием ЕГЭ, сдача единого государственного экзамена. А после у ребят открывается дорога к высшему образованию, и у многих абитуриентов возникает вопрос, куда же пойти учиться. Недавно министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева предложила ограничить возможности абитуриентов только одним вузом. Но в 2019 году каждый выпускник все еще может претендовать на места в 5 вузах, но не более чем по 3 специальностям. Тему продолжит наш следующий сюжет. Единственное отличие коснулось призеров Олимпиад. Им можно подавать свидетельство о победе только в один вуз. В остальные 4 вуза они могут принести сертификат ЕГЭ и поступать на общих основаниях. В этом году вузы начинают принимать документы не позднее 20 июня на бюджетную очную и очную-заочную форму обучения бакалавриата и специалитета. 7 июля заканчивается прием документов, если вуз проводит дополнительные творческие или профессиональные испытания. Например, если абитуриент выбрал для себя журналистику, режиссуру, актерское мастерство, живопись, дизайн, архитектуру и тому подобное. Но, кроме этого, есть вузы, которые проводят дополнительные нетворческие испытания помимо ЕГЭ. В этом списке Московский госуниверситет, Санкт-Петербургский университет, Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт и другие. Сроки подачи документов в таких высших учебных заведениях короче, чем для тех, кто поступает только на основании баллов ЕГЭ. Поэтому информацию об этих испытаниях узнавайте дополнительно. 26 июля вуз заканчивает прием документов по специальностям, для которых требуются только результаты ЕГЭ. 28 июля – это последний день приема заявлений от абитуриентов, поступающих на особых условиях, то есть льготники. И уже на следующий день выходит приказ об их зачислении. А вот на заочную форму бюджетного обучения и на все формы платного обучения вузы определяют сроки приема документов самостоятельно. Начинается зачисление с 27 июля по 8 августа. Различаются так называемые волны поступления, и всего их 2. То есть, если вы не попали в заветные списки до 3 августа, то есть шанс устроить свою судьбу на платном обучении. Ведь, как известно, выход есть всегда. Ежегодно 24 мая во многих славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно проводят мероприятия, посвященные святым Кириллу и Мефодию, учителей словесности. Как известно, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Салуни. 24 мая церковь совершает память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке нашей эры, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название кириллица по имени одного из братьев Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом, а помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл, который с малых лет проявил большие способности в совершенстве, постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки на основе греческой, создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы было точно передать славянскую звуковую систему. И были созданы 2 азбуки – глаголица и кириллица. Вот такая интересная информация о праздновании этого дня. Кстати, тему мы продолжим с гостем нашей студии. Это доцент кафедры русского языка, кандидат филологических наук Виктория Вячеславовна Радченко. Доброе утро. Есть что добавить? Доброе утро. Да, вот. Да, конечно. Во-первых, мне, конечно же, хотелось бы поздравить всех с этим большим праздником, с Днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, которые впервые перевели
тексты Евангелия и тексты богослужебных книг на язык славянских народов и принесли Слово Божие на нашу землю. А во-вторых, говоря об этом празднике, хотелось бы сказать о главном слависте нашей республики, о профессоре кафедры русского языка Якутского, теперь уже Северо-Восточного федерального университета Николае Георгиевиче Самсонове. Это выдающийся ученый, это глубокий знаток старославянского языка и других славянских языков, который вырастил и воспитал в стенах филологического факультета не одно поколение филологов. Конечно, его сегодня многие помнят. Николай Георгиевич ушел от нас в 2012 году, но кафедра русского языка – это одна из старейших кафедр филологического факультета, кафедра с богатой историей и традициями, продолжает его дело в развитии славистики, в обучении грамотности не только студентов университета, но и всего населения республики. Ну, наверняка кафедра сейчас и готовится к празднованию дня. Безусловно. Какие мероприятия запланированы? Безусловно. Вообще кафедрой русского языка проводится достаточно много мероприятий, направленных на популяризацию русского языка. Это различные олимпиады, конференции, семинары, творческие конкурсы. В марте этого года мы выезжали в село Хаптагай, проводили семинары для учителей русского языка и литературы, проводили мастер-классы и творческие игры для школьников. Наша кафедра проводит подобные мероприятия в школах города Якутска, различные брейн-ринги лингвистические и другие мероприятия. И, конечно, наряду с преподавателями кафедры в этих мероприятиях очень активно участвуют и студенты филологического факультета. Безусловно, нужно сказать, что филологический факультет и кафедра русского языка ежегодно участвуют в масштабной всемирной акции «Тотальный диктант». Акция действительно очень масштабная, всем наверняка известная, которая вышла далеко за пределы России. И в этом году, надо сказать, что у нас 17 отличников тотального диктанта и 13 отличников среди иностранного населения города. Это неплохой показатель, но мы, конечно же, надеемся, что каждый год количество участников у нас будет прибавляться, и результаты будут только улучшаться. А как вы вообще оцениваете русский язык сегодня, тенденцию его развития, возможно, появления вот новых слов, вот, которые мы сейчас замечаем, да, когда, может быть, на жаргон переходит? Безусловно, язык – это очень живая система, она не замкнутая. Язык – это живой организм, который функционирует, постоянно меняется, обновляется лексика, приходят новые слова. Какие-то слова уходят в пассивный запас. Появляется, безусловно, много жаргонных слов. И вот о жаргоне, конечно, хотелось бы сказать особо, потому что в настоящее время это действительно бич нашего времени. Жаргон вытесняет литературный язык настолько, что человек теряет навыки владения литературным языком. Он не может перейти за рамки жаргона. Мы сегодня привыкли ругать молодежь за использование жаргонных слов, подростков, школьников. Но мне хотелось бы обратить внимание на то, что это проблема не только подрастающего поколения, это проблема поколения более зрелого. Я вам расскажу просто случай из жизни, когда зашел разговор об использовании сленга школьниками, родители сразу встали, так сказать, на защиту детей. Они хором закричали: не трогайте детей, пусть они разговаривают как хотят, это их язык, у них свой особый язык. Да? То есть вот такая позиция родительская, да? Это же позиция. Но что ждет родитель в будущем от ребенка, которому позволено говорить, как мы хотим, как хочется? Безусловно, далее мы просто все постепенно перейдем на язык кофейни. Поэтому, конечно же, навыки литературного языка
воспитываются с ранних лет. И вот об этом родителям, более зрелому поколению нужно обратить самое пристальное внимание. Спасибо большое, Виктория Вячеславовна, что подошли к нам в студию. Хочется поздравить вас. Ну, в принципе, это ваш профессиональный праздник, коллег с кафедры, коллег с филологического факультета. И пожелать вам новых интересных проектов, в которых будет участвовать как можно большее количество как студентов, Спасибо. молодежи, так и простых горожан. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Далее эфир продолжит после короткой рекламной паузы Алексей Лукин. Хочется пожелать вам отличных выходных, хорошего настроения и не теряйте никогда чувства бодрости, энергии. Всем пока-пока.